79-й годовщине Победы, памяти наших отцов, дедов и прадедов посвящаем. Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий останутся в памяти людей, а время с возрастающей силой подчеркивает их величие. День Победы – один из самых больших, светлых и великих праздников в нашей стране. Этот праздник дорог каждому из нас. Нет такой семьи, где не чтут память своих отцов, дедов, прадедов, участников событий тех лет, тружеников тыла, тех, кто пережил все тяготы военного времени, кто отстоял мир и сохранил его для будущих поколений. Сегодня мы говорим особенные слова благодарности людям старшего поколения, ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Для нас война – история, но она никогда не станет забытой, ведь есть память сердца, и она неизгладима. Эта память с корнями уходит все глубже и шумит на ветвях, зеленее листва. Ее времени бег никогда не заглушит. Вечно живы солдаты, пока память жива. Музыка Владимира Мигуля, стихи Михаила Агашина, песнь о солдате. Исполняет симфонический оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы. Солист, лауреат международных конкурсов Владимир Ашмарин. Дирижер, народный артист России Марис Еклашкин. Пролетели года, отгремели бои, отболели тяжелые раны твои, но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил, ты хоть насмерть стоял. Так о чем же ты замер? На сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, блещет вечный огонь. Говорят, что не плачет солдат. Он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил,
почему же ты замер? На сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, блещет вечный огонь. Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце горит, или раны болят? Ты же выжил, солдат, тот 100 раз умирал, хоть друзей хоронил, и хоть нас не стоял. Так о чем же ты думаешь? На сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, блещет вечный огонь. Так о чем же ты думаешь? На сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, блещет вечный огонь. Война проверяла всех на верность, самоотверженность, честность, благородство, мужество и бесстрашие. Люди не думали о своей жизни. В мыслях было только одно – остановить врага. Все мысли, чаяния, молитвы были обращены в сторону фронта. Музыка Андрея Петрова на стихи Эльдара Рязанова «Молитва». Исполняет лауреат международных конкурсов Наталья Ильц. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Дни летят в метельной круговерти. Жизнь тропинка от рождения к смерти. Смутный, скрытый, одинокий путь. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег, и мы беседуем вдвоем. Как нам одолеть большую зиму? Одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной слышать гром. Господи, спасибо, что живем. Мы выходим вместе в снегопад, и 4 оттиска за нами, отпечатанные башмаками, неотвязно следуя следя. Господи, как
яме Телеран. Где же мои первые следы? Занесло начальную дорогу, и осталось только понемногу милые отвязные следы. Господи, спасибо за подмогу. Снег, и мы беседуем вдвоем. Как нам одолеть большую зиму? Одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем. Война ворвалась внезапно, оглушительно, разбила все мечты, нарушила планы и перевернула жизнь миллионов советских граждан. Музыка Марка Минкова, слова Игоря Шаферана «Если б не было войны» исполняет лауреат международного конкурса Юлия Маркитанова. До встречи вышла нам разлука, а только о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили б друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было. До срока стала старой, да только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было. Снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны.
наши внуки. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты старше был, а я была б моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Мой милый, если б не было Город-герой Севастополь одним из первых принял удар вражеской авиации. Это произошло 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут. И вновь, как 100 лет назад, в годы Крымской войны, Севастополь показывает пример необычайного мужества и стойкости. Оборона города длилась 250 дней. 9 мая 1944 года над городом вновь поднялось победное знамя, советский военно-морской флаг. Севастополь был освобожден ровно 80 лет назад. Музыка Константина Листова на стихи Рублева «Севастопольский вальс» исполняет заслуженный артист Чувашской республики Андрей Макаров и хор симфонической капеллы. Плещет волна, ярко светит луна. Мы вдоль берега моря идем и поем, и шумит над головой сад осенней листвой. Севастопольский вальс, золотые реки мне светили в пути не раз. Ваши глаз огоньки. Севастопольский вальс, помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые реки? На Малахов курган опустился туман. В эту ночь мы на пристань пришли проводить корабли. И с тех пор краю любовь вспоминаю милый дом. Севастопольский вальс, золотые деньги мне светили в пути не раз ваши глаз огоньки. Севастопольский вальс, помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньги? Мы вернулись до
Праздник Победы у многих из нас связан с прекрасными песнями таких композиторов, как Александр Александров, Васильев Соловьев-Седой, Анатолий Новиков, Никита Богословский, Матвей Блантер. Многие из них были созданы уже после окончания войны, но настолько проникновенно, искренне раскрыта правда военных будней, что стихи и музыка композиторов и поэтов-фронтовиков трогают до слез каждого слушателя. Если в довоенные годы песня помогала строить и жить, то во время войны она помогала жить и воевать. Некоторые из известнейших песен были созданы во время войны, как, например, лирическая песня на музыку Никиты Богословского и стихи Владимира Агатова, созданная в 1943 году для фильма «Два бойца», где была исполнена Марком Бернесом. На сцене Василий Федоров, дирижер, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики Наталья Яклашкина. Название песни, извините, забыл назвать. Никита Богословский. «Темная ночь». Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и широкая черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь,
поэтому знаю, со мной ничего не Судьба женщины-матери в Великой Отечественной войне самая сложная, самая трагичная. Им приходилось заменять ушедших воевать мужей, заниматься своим трудом, растить и поднимать на ноги детей. Ценой своей жизни она спасала свое дитя, отдавая им последний кусок хлеба, последнюю крошку. И только мать может так сильно любить, согревать теплом, заботой и в трудные моменты мужественно встать на защиту родной отчизны. Семья Кирнев «Сердце матери» исполняет хор Чувашского государственного университета имени Ульянова и хор капеллы партия фортепиано заслуженный работник культуры Чувашской республики Марина Саприко. Солисты заслуженный артист Чувашской республики Константин Москалев, Наталья Яклашкина, Ирина Лохмачева. Мама, первое слово, громкий голос дитя раздается и снова к маме быстро идя. Мама жизнь подарила, видеть свет помогла, отдавая все силы, к Богу с верой вела. А сердце матери сильно так бьется, и мысль за родное дитя молитве высоко к Богу несется, всегда охраняя меня. Есть любовь на свете этом, есть любовь, она горит, и душой небесным светом своим детям жизнь дарит. Есть любовь на свете этом, есть любовь, она горит, маме странно, помнит светом, мама моя.
Музыка Андрея Петрова на стихи Михаила Матусовского. В дни войны есть минуты тишины. Исполняет Андрей Макаров. Аккомпанирует инструментальный ансамбль в составе заслуженный работник культуры Чувашской Республики Наталья Иванова, лауреаты международных конкурсов Илья Алексеев, Наталья Егорова. Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой затихает устало, и разрывы почти не слышны. И стоим мы в дни войны, тишиной оглушены. Так бывает в дни войны, нам на фронте снятся сны. Снятся нам довоенные села, где в окошках огни зажжены. И в землянках в дни войны дышат миром наши сны. Как предвидеть наперед трудный путь стрелковых рот? Кто до ближней дойдет переправы, кто до самой победы дойдет? Как признать наперед, что тебя на свете ждет? Так бывает в дни войны, есть минуты тишины. Дмитрий Шостакович. «Русский вальс». Соло на саксофоне, лауреат международных конкурсов Екатерина Верма, дирижер Марис Яклашкин.
началу Великой Отечественной войны советская кавалерия постепенно уступала свою роль главной маневренной и ударной силы танковым войскам, но продолжала оставаться самой большой по составу среди всех европейских армий. Конные группы с успехом применялись практически до конца Второй мировой войны, а маньчжурская стратегическая операция принесла великую славу советским кавалеристам. До сих пор романтический образ мужественного воина на удалом коне чем-то теплым отзывается в сердце каждого русского человека. Музыка Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского. «Лизавета» поет Андрей Макаров. Ты ждешь, Лизавета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержи победу, к тебе я приеду на горячем парадном коне. Одержи победу, к тебе я приеду на горячем парадном коне. Приеду весною, ворота открою, я с тобой, ты со мною, неразлучный навек. В тоске и тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. В тоске и тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Моя дорогая, я жду и мечтаю, улыбнись, повстречая, был я храбрый в бою. Эх, как бы дожили бы до свадьбы, женитьбы и обнять любимую свою. Эх, как бы дожили бы до свадьбы, женитьбы и обнять любимую свою. Эх, как бы дожили вы до свадьбы, женитьбы и обнять любимую свою. Музыка Анатолия Новикова, слова Якова Шведова. «Смуглянка» исполняют Андрей Макаров и Юлия Маркитанова. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотела вдруг сказать: встань над рекою, зорьки летние встречать. Раз Кудрявый, грудь зеленый, искристой, я влюбленный и смущенный пред тобой. грудь зеленый, как кудрявый, как кудрявый,
смуглянка, молдаванка, отвечала парню Влад. Партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога по-партизански лесной. Раскудрявый, клён зелёный, лист резной. Здесь всё зелёно, мы останемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да кудрявый лесной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да кудрявый лесной. Смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. В годы Великой Отечественной войны от 800 тысяч до 1 миллиона женщин совершали подвиги и гибли за Отечество. До сих пор недостижимым остается боевой счет лучшей женщины-истребителя Лидии Литвяк, которая в воздушных боях лично сбила 12 самолетов и еще 4 вражеских самолета в группе. Ночными ведьмами называли фашисты группу советских летчиц на самолетах ПО-2. Перед целью летчицы глушили моторы, самолет беззвучно планировал, они бросали бомбы, вновь включали моторы и улетали домой. Десятки тысяч девушек не уходили с передовой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их самих. Наравне с мужчинами-партизанами женщины ходили в бой, участвовали в диверсиях и бдительно несли караульную службу. В тылу женщинам приходилось работать на заводах и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину. Они пилили лес, копали противотанковые рвы. Всю войну у станков на машиностроительных заводах женщины работали по 2 и даже по 3 смены в день. Подвигу женщин посвящается музыка Кирилла Молчанова, воспоминания Лизы из оперы «А зори здесь тихие». Исполняет Юлия Маркитанова. Oh
Белорусский вокзал не зря называют вокзалом Победы. Именно отсюда в годы войны увозили эшелоны на Западный фронт солдат. Сюда привозили раненых. И что самое главное, сюда возвращались из Берлина с победой наши деды. Об особой роли железнодорожных войск высказался нарком путей сообщения Андрей Хрулев. Паровозные колонны провезли победу от Сталинграда до Берлина. Андрей Петров, поезд. В ходе воздушных боев 1941-42 годов многие советские боевые самолеты были либо потеряны, либо сбиты и повреждены. Значительную часть оставшегося в наличии авиапарка составляли уже устаревшие к тому времени истребители и бомбардировщики. Но в кратчайшие сроки советская авиапромышленность совершила поистине невозможное. Сотни заводов были эвакуированы и построены новые. Был освоен и налажен массовый выпуск современных самолетов. И, конечно, поражают воображение сотни уникальных примеров, когда тяжело раненые пилоты в результате ампутации и катастроф, оказавшись без ног, без руки, имея тяжелые травмы позвоночника и даже без одного глаза,
поднимали в небо свои краснозвездные самолеты. Это Алексей Моресьев, Евгений Азаров, Михаил Девятаев и многие-многие другие. Музыка Джимми Макхью. Музыка Джимми Макхью. Русский текст Сикорской и Болотина. Бомбардировщики. Дорогие друзья, встречайте на нашей сцене вокальный квартет капеллы в составе Василий Федоров, Юлия Фалина, Михаил Миронов, Ирина Сурикова. Был озабочен очень воздушный наш народ. К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет. Радисты скребли в эфире, волну найдя едва. И вот без 5-4 услышали слова. Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на чистом слове на одном крыле. Ну дела, ночь была, все объекты мы дотла. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле. Ла-пара-пара-пау. Вот наступает вечер, нас новый ждет приказ. Куда командир бригады опять закинет нас? Но нам унывать в новинку, фортуна нас влюблена. Мы повторять готовы заветные слова. Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. Ну дела, ночь была, все объекты мы дотла. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле. Ла-пара-пара-пау. Ну дела, ночь была, все объекты мы дотла. Мы ушли, ковыляя во тьме, мы ползем на последней земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле. Вся команда цела, и машина пришла На честном слове и на крыле, и на крыле. Вокальный квартет капеллы Юлия Фалина, Василий Федоров, Ирина Сурикова, Михаил Миронов. Когда война, все чувствуешь по-настоящему, особенно когда любишь. Несмотря на кровопролитные события и смерть, многие оставляли в душе место для любви и любили.
Любили чисто, светло и искренно. Ведь любовь на войне придавала силы, веру и надежду. Все те чувства, которые многих спасли от верной гибели. Музыка Бабаева. «Я встретил девушку». Исполняют Андрей Макаров, вокальный квартет. Я встретил девушку, полумесяцем рот. На щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Я потерял ее, вместе с нею любовь. На щечке родинка, полумесяц и бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Пусть целый свет найду, но найду я любовь. На щечке родинка, полумесяц и бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Музыка Эдуарда Колмановского, стихи Константина Ваншенкина. «Алеша». Исполняют заслуженная артистка Чувашии Жанна Гурьева и Анастасия Остроумова. И в поле пороша, 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 белеет ли в поле пороша, и горькие ливни шумят. Стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат. И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, и сердцу по-прежнему горько, что возле свинцовой бурги из камней воги настерла, и
Музыка Василия Соловьева-Седова, слова Алексея Фатьянова «Соловьи». Солист, заслуженный артист Республики Хакасия Сергей Кузнецов. Соловьи,
Сергей Кузнецов. Браво! Сергей! Как много было тех героев, чьи неизвестны имена. Навеки их взяла с собой в свой край неведомый война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Музыка Рафаила Хазака на стихи Аграновича «От героев былых времен». Исполняют Константин Москалев, Андрей Макаров, хор симфонической капеллы.
правду, за победу, за мир, за ценности свободы Родины воюют наши воины и сегодня. Участникам специальной военной операции, отважным российским солдатам, продолжающим лучшие традиции воинской доблести своих дедов и прадедов, мы посвящаем следующую песню. Ярослав Дронов. «Встанем». Солисты Андрей Макаров, Андрей Генералов. Встань, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память. Между нами встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем И снова затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память. Между нами встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. И бьется сильнее в груди наша вечная память. Между нами встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца.
Музыка Яна Френкеля на стихи Рамсула Гамзатова. «Журавли» исполняет Владимир Ашмарин и хор симфонической капеллы. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых и пришедшие полей и в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые журавли. Они до сей поры
Берлине был закончен долгий путь к победе, долгая кровавая дорога к миру, к бессмертию подвигов военного поколения. Впереди был только мирный труд, счастливая жизнь народа и цветущий май. Музыка Исаака Дунаевского на стихи Льва Ашанина «Ехал я из Берлина». Встречайте на нашей сцене Сергей Кузнецов. Ехал я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах ехал с фронта домой. Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Льва, там, где русская слава всех родителей прошла. Как крепче обнимай, чарочку пивную полнее наливай. Очень дальние дали мы с друзьями ушли, но нигде не видали лучше нашей земли. Наше солнышко краше, и скажу не тая, лучше девушек наших нет на свете, друзья. Встречай, да крепче обнимай, чарочку пивную полнее наливай. За весенние ночи, за родную страну, дал золотые очи, я ходил на войну. Вы цветите пышнее, молодые края. Так целуй горячее, дорогая моя. Встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Сергей, Сергей, Сергей. День Победы, как он был от нас далек, как костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые плели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, городом крыла. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у бартеновских печей не слыхала наша Родина чей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы.
Уважаемые друзья, уважаемые товарищи, судя по сегодняшнему залу, вообще в принципе, нас не победить. Победа будет за нами! Ура! 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 Дорогие друзья, с наступающим Днем Великой Победы вас поздравляли хор, симфонический оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы. Наши солисты, заслуженный артист Чувашской республики Андрей Макаров, Константин Москалев, Жанна Гурьева, заслуженный артист Республики Хакасия Сергей Кузнецов, заслуженный работник культуры Чувашской республики Наталья Иванова, лауреаты международных конкурсов Владимир Ашмарин, Наталья Ильц, Юлия Маркитанова, Екатерина Верма, Анастасия Остроумова, Наталья Егорова. Вокальный квартет капеллы в составе Юлия Фарина, Ирина Сурикова, Михаил Миронов, Василий Федоров. Хормейстер, заслуженный работник культуры Чувашской республики Татьяна Давыдова. Также в концерте принимал участие хор Чувашского госуниверситета имени Ульянова. Концертмейстер, заслуженный работник культуры Чувашской республики Марина Саприко. Дирижер, заслуженный деятель искусств Чувашской республики Наталья Яклашкина. Художественный руководитель и главный дирижер симфонической капеллы, народный артист России, заслуженный профессор Марис Николаевич Яклашкин. Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас с наступающим праздником. Мирного неба над головой, счастья, радости, удачи. Будьте счастливы. Друзья, мы хотим вас всех пригласить на наш ближайший концерт, который состоится 16 мая в этом зале. Концертная программа называется «Романсиада на бульваре». Будем рады видеть каждого из вас.